Объяснение родословной Дезмонда с Дерби Макдэвидом. Поклонникам всегда интересно узнать что-то новое. Это логическая основа нашей игры. Как только у ассасина появляется потомок, так или иначе приводящий к Дезмонду, мы не можем больше следить за его воспоминаниями. Поэтому игрокам всегда интересно, в какой же момент все оборвется. С кем у него будет ребенок, который продолжит род. В Откровениях Эцио уже 52, но пока у него нет детей, ведущих к Дезмонду. Поэтому это до сих пор загадка. Никто не знает, будут ли это романтические отношения или итог одной ночи. И поклонники серии следят, когда же мы откроем этот секрет. Впервые это произошло во второй части, когда мы оказались в воспоминании Альтаира, показавшем зарождение его связи с Дезмондом. Погодите. Почему я не следую за Альтаиром? Я остался с Марией? О, черт. Получается, этакий спойлер. Теперь все в курсе, что узнают, когда у Эцио появится ребенок. Так и есть. Хотя это отнюдь не значит, что у него не может быть других детей. Вы ведь видели, какой он дамский угодник. Но пока у него нет ребенка, который вел бы к Дезмонду. В одном из прошлых интервью мы узнали, что Альтаир не связан с Эцио. Является ли Эцио потомком Альтаира? Он не потомок Альтаира, хотя многим так казалось. Да, это немного запутало сообщество, потому что многие их сходные черты расценивались игроками как родственная связь. Мы никогда не утверждали такого в игре. Но наличие у них орлиного зрения или орлиного чувства наводит на мысль об их родстве. Однако в наших играх во вселенной Assassin's Creed все люди наделены скрытыми способностями к орлиному чувству. Ведь люди произошли от тех, кто жил до нас, и они создали нас такими, заблокировав возможность орлиного чувства. Но в некоторых случаях произошли скрещивания, и люди с преобладанием ДНК создателей могут в той или иной мере использовать свой скрытый потенциал, а кто-то передает его дальше по наследству. Вот так это устроено в нашем понимании. Но мы немного рассказывали об этой концепции, поэтому кажется, что речь идет об одном генеалогическом дереве. Причина, по которой мы поставили Эцио и Альтаира в разные родословные, очень проста. Мы хотим показать Дезмонда как сосредоточение разных родов. То есть он объединит в себе ДНК множество таких родословных. Отсюда и разные воспоминания, не так ли? Если бы это была одна родословная, это означало бы, что и отец, и дед Дезмонда имели доступ к этим воспоминаниям, и Дезмонд не оказался бы таким особенным. Но если именно в нем объединились множество важных воспоминаний, собранных из многих семей, то он становится куда более важным персонажем. К тому же, если бы Альтаир был предком Эцио, линия между ними оказалась бы размытой. На ком бы Альтаир не женился, и все его потомки, линия размывается, но в итоге вместе с остальными приходит к Дезмонду. Уникальный случай, раньше я никогда не объяснял это так подробно. Надеюсь, поклонники серии поймут, что мы много думали над концовками, и это не будет чем-то обыденным. Фанаты также считают, что я переписываю все, что создал Кори, но это не так, его наработки активно используются. И он иногда участвует в обсуждении проекта с Ubisoft и другими консультантами. Так что поклонники могут не переживать, франшиза в хороших руках. Ролик переведен и озвучен на русский язык специально для сайта playground.ru.